В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Алексей Соколов. Здравствуйте. Новый промышленный кластер должен появиться на востоке Якутии. Айсен Николаев посетил Тампонский район. День воздушно-десантных войск. Активисты ВДВ в Якутии отметили праздник по-особому. Предприимчивый мальчик, ребенок из Нерюнгри, продавал в Новосибирске напитки, чтобы заработать на лего. Но не все оценили первые шаги в бизнесе. Квартира в каменном исполнении после вмешательства журналистов нашего телеканала. Бабушки с улицы Богатырева выдали новое жилье. Что делать и как себя вести, если заблудились в лесу? Советы спасателей в пиковый период выезда в лес. Руководитель Якутии сегодня работал в двух районах республики. Айсен Николаев до обеда посетил поселки Джибарики-Хая и Хандыга Тампонского района. А после обеда прибыл в Татинский улус, рассказывает Лана Ильина. В Тампонском улусе нужно подготовиться к зиме. Первым вопросом стоит здесь ремонт двух аварийных котельных. Угольный разрез. Здесь работает около 200 человек. По итогам этого года планируется 2 800 000 с крыши, 400 000 угля. На сегодняшний день в филиале работает 218 человек. Выполняют горные работы, подготовку, вывозят пустые породы. У меня за спиной добываем уголь. Реализация на сегодняшний день идем мы в плане. На этот год у нас 300 000 тонн. В ближайшие годы Тампонский район должен стать центром промышленного развития. И от него будет на самом деле зависеть развитие Восточной Якутии. Здесь у нас сосредоточены запасы природных ископаемых российского масштаба. И, конечно же, их вовлечение в оборот, оно уже сейчас начинается. Здесь ряд крупных уже недропользователей начинает свою работу. И наша задача вот состыковать эти планы, состыковать планы социального развития района с тем, чтобы качество жизни здесь, в Тампонском районе, конечно же, было более высоким, нежели чем оно сегодня есть. И в целом, чтобы, еще раз говорю, район стал одним из драйверов развития в целом нашей республики. Посещение сельскохозяйственных объектов в каждом улусе – обязательная программа. В Татинском районе зерновое хозяйство Олба высаживает на 400 гектарах земли овес, кукурузу и однолетние травы. По итогам работы в сельскохозяйственных районах будет подготовлена программа развития сельского хозяйства по животноводству, растениеводству, инновационным проектам, кооперации уже до 1 октября этого года. Молокоперерабатывающий пищекомбинат в Итыккёле имеет 5 пунктов и 7 маслодельных цехов, производит 12 тонн молочной продукции в год. Также руководитель региона отметил перспективные туристические маршруты района. Лана Ильина, Павел Пахомов, Татинский улус. Строительство новой пиковой водогрейной котельной на Якутской ГРЭС на завершающей стадии. На строительство этого объекта компанией «Русгидро» инвестировано 1,5 миллиарда рублей. Когда новый теплоснабжающий объект будет готов к эксплуатации, какая мощность котельной, узнавал Юрий Осипов. Тепло и горячая вода – то, что так необходимо суровой якутской зимой. Новая котельная сможет обеспечить надежную поставку, без перебоев. Пиковая водогрейная котельная готова на 60%, оборудование в ней на 80%. Она будет введена в эксплуатацию уже в этом году. Постепенно забирая на себя нагрузку первой ГРЭС по теплоснабжению, со временем она полностью ее заменит. Часть электрической нагрузки якутской ГРЭС перешла на ГРЭС-2, и с каждым годом эта доля увеличивается. Соответственно, тепла на старой станции вырабатывается меньше. Для этого и нужна новая котельная. Ее мощность, значит, здесь 3 котла производительностью 100 гигакалорий в час, и она практически сможет обеспечить тепловой энергией промышленный округ, строительный округ и Гагаринский округ. На строительство нового объекта потребовалось 3200 тонн металлоконструкций. При проектировании учли суровый климат Якутии. Все идет по плану. В настоящее время осуществляется допоставка оборудования, осуществляется монтаж, работают субподрядчики. Сейчас переходим на двухсменную работу. Тут именно производство такое, что заказано оборудование хладостойкое. Поэтому даже в случае, если это не аварийные остановки, допустим, и это оборудование может с минусовых температур сразу запускаться. Строительство завершат в декабре этого года. Однако основное технологическое оборудование запустят на месяц раньше. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск.
9-летний мальчик из Нерюнгри Саша Диченко открыл бизнес в Новосибирске. Он копил деньги на конструктор Лего и продавал лимонад в Первомайском сквере. Новости о нем опубликовали местные СМИ, однако под текстом было много комментариев о незаконности такой работы. Вскоре в Инстаграм мальчика поступило сообщение от школы предпринимателей для детей и подростков Teen Jobs. Саше предложили бесплатно пройти летний интенсив по детскому предпринимательству. Саша с родителями живет в Нерюнгри. Родители мальчика несколько лет назад купили квартиру в Новосибирске. Теперь семья приезжает сюда на лето. Университет Иннополис заинтересовался проектами якутских резидентов технопарка. Иннополис – это флагман IT-индустрии России. И Якутск посетили представитель этого университета и директор компании «Татытнефть». Резиденты технопарка представили гостям свои IT-проекты. Всего их 5. А после встреч гости подписали соглашение о сотрудничестве в целях поддержки развития малых инновационных предприятий и инновационной структуры в республике. Подробности у Анастасии Кобызевой. Сколько человек посещают торговый центр каждый день? В каких магазинах чаще бывают? Данные не для шпионажа, для рекламы других товаров. В рамках закона. Современную систему Хукейм Wi-Fi разработали в Якутии. Система представляет собой перепрограммированный Wi-Fi роутер, который устанавливают в торговых помещениях. Он собирает метки смартфонов посетителей, а затем при помощи сервисов Яндекс и Mail.ru покупатели могут видеть рекламу данного магазина. Система работает независимо от того, включен Wi-Fi на сотовом или нет. Сейчас технологию дорабатывают, пока применяют в магазинах и ресторанах. В сентябре разработчики планируют запустить пилотный проект в школах. Если мы поставим наше оборудование в классе, то мы будем четко знать, получать сигналы в виде СМС, либо пуш-уведомлений, что мой ребенок точно зашел в класс, что он там начал обучение, и во сколько он вышел из этого класса. За год проект выиграл несколько грантов. На конкурсе в Сколково молодая компания выиграла 2 миллиона рублей. Якутяне привлекли внимание и ведущего IT-университета страны Иннополиса. Для розничного ритейла это очень интересное приложение. Мы хотим применить ее на АЗС, на наших. У нас 500 сеть 500 АЗС Татнефти. Вот буду предлагать этот проект. Робот-уборщик, IT-школа, управление жильем через смартфон. Эти проекты также представили гостям из Татарстана. Я просто в шоке от такого качества, от такого классного качества образования, которое здесь уже есть в IT. Мы сегодня увидели несколько стартапов, которые уже сейчас мы везем в университет Иннополис. Проекты наших инноваторов доказывают, Якутия не отстает от всего мира в IT-технологиях. Идеи наших компаний востребованы не только в России, но и за рубежом. В ближайшее время в Якутске откроют IT-парк, который станет дополнительным толчком для развития региона. Анастасия Кобызева, Джолстан Иннокентьев, Илья Сыромятников, Якутск. Сегодня день воздушно-десантных войск. Десантники Якутска свой праздник начали с благотворительной акции. Сдали кровь и оказали материальную помощь детским домам. Кроме этого, в рамках мероприятия активисты ВДВ спрыгнули с парашютом, возложили цветы к вечному огню. Празднование продолжилось на площади Орджоникидзе, где прошли спортивные соревнования. Подробности в материале Марферины Алексеевой. Двигаемся. Ready, go! Никто, кроме нас. Девиз ВДВ звучит сегодня по всей России. Фонтаны отключили по всему Якутску, но это не помешало десантникам отметить главный для них праздник. Армии России! С праздником вас, мужики! Обслужили молебну на площади Победы, помянули погибших, возложили цветы на площади Победы памяти ветеранам Великой Отечественной войны. Потом прошли сюда. Здесь сейчас у нас проходят спортивные игры. Молодежь, настоящие богатыри, витязи наши, меряются силой. У нас было перетягивание каната, гири. Вот сейчас армслемслинг. И будет у нас концерт. Концерт у нас творческий такой будет, в том числе будут ветераны боевых действий петь. Основные мероприятия начались утром. Десантники Якутска по традиции провели благотворительные акции. У нас была обширная программа, мы сдавали кровь, станции по переработке крови, потом
помогли детям с детского дома. Все объединяемся 2 августа, все вместе делаем общее, хорошее дело. Правильное понимание Дня ВДВ хотим устроить, что уже прошлое отошло, уже нету плавания в фонтанах, нету разбивать их бутылок об голову. День воздушно-десантных войск уже давно не только купание в фонтане и разбивание бутылок об головы. Якутские десантники продолжают разбивать стереотипы и становятся примером для подрастающего поколения. Марфелина Алексеева и Евгений Рязанский, Якутск. И в Алдане десантники свой праздник встретили демонстрацией силы, ловкости и знаний, которыми они делятся с подрастающим поколением. Подробности в нашем следующем материале. День воздушно-десантных войск в Алдане стал примечателен показательными выступлениями членов подросткового клуба «Десантник». Клуб посещают чуть больше десятка мальчишек, которые с юных лет закаляют характер и учатся патриотизму и любви к родине. Мне захотелось выступать, научиться многому. Например, я научился отбирать пистолет. Много чему. Ребята, все спортсмены, все молодцы, все с удовольствием это делают. Остается чуть-чуть подкорректировать, направить их в нужное русло. И я думаю, с них получатся настоящие бойцы-десантники. С праздником десантуру поздравил глава района, который выразил надежду, что и дальше голубые береты будут влиять на молодежь и воспитывать подрастающее поколение. А лозунг «Никто, кроме нас» придаст сил и терпения в этой работе. Впрочем, те, кто прошел школу дяди Вани, стараются вселять силу духа в молодежь и в своих детей. Солдат, он и есть солдат, неважно какой, десантник, пехотинец, махпех, все мы солдаты. Поэтому, да, самое главное, что у меня он патриот с годиком, он уже с годика тельник одевает, берет одевает, 2-й сын у меня растет, поэтому вся семья наши патриоты. Десантники посоревновались в подтягивании на перекладине, жиме штанги лежа, поднятии гирь, армрестлинге. А зрители и жены поддерживали своих защитников в их день, который бывает только раз в году. Руслан Павлов, Алдан. В Южную Якутию из Москвы и Якутска прибыли легендарные бойцы строительных отрядов. В районе проходит череда мероприятий, посвященных столетию ВЛКСМ и всесоюзным ударным комсомольским стройкам. Это БАМ, АЯМ и Южно-Якутская ТПК. С пассажирами агитпоезда встретилась и наша коллега Екатерина Павлова. Более 30 почетных гостей, будущих пассажиров легендарного агитпоезда «Комсомольской правды» прибыли в Нерюнгринский район. Праздник начался с официальной встречи комсомольцев с главами района и поселений, где прозвучало много добрых слов и воспоминаний. Никаких преступлений не было. Люди с утра до позднего вечера только работали, причем каждый день выполняли нормы задания 1,5-2 раза. Поэтому все важнейшие объекты угольного комплекса, Нерюнгринская ГРЭС и Малого БАМа, они были качественно и досрочно были сданы. Столетие комсомола совпало с 15-летием Международного клуба собственных корреспондентов «Комсомольской правды», президентом которого является Анатолий Строев. А с БАМом-то у нас просто святая связь, потому что когда появился этот агитпоезд ЦК комсомола «Комсомольская правда», то нынешний главный редактор комсомолки Володя Сунгоркин достаточно долго жил на нем, ездил с ним. И тогда мы написали такую, прямо скажем, деловую крепкую статью. И что-то сдвигалось. То есть мы помогали еще газетой не только воспевать подвиги или артистов, которые приезжали сюда, но и решать проблемы, которые хотели решать те же строители, когда они ставили вопросы, которые их тут волновали. Сегодня гостей, первопроходцев, открывших миру железнодорожные магистрали БАМ и АЯМ, знакомят с достопримечательностями района. В рамках мероприятий в Нерюнгри состоялся круглый стол Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Почетных гостей также ждут встречи с молодежью и общественностью города, митинг и юбилейный концерт. Агитпоезд «Комсомольская правда» берет старт с Беркакита завтра и пойдет через Томмот
до Нижней Бестяга. Это вся как бы единая была программа, потому что без железной дороги или без моста сегодня невозможно реализовать те проекты, которые сегодня есть. После знакомства с Южной Якутией командиры молодежных коллективов, бойцы стройотрядов, все те, кто принимал непосредственное участие в строительстве БАМа, в Беркакете сядут на специальный поезд, сформированный при поддержке газеты «Комсомольская правда», акционерных обществ РЖД и ЖДЯ. По пути к ним присоединятся и другие участники этой исторической акции, приуроченной к знаменательной дате – столетию Ленинского комсомола. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, Нерюнгри. Но сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». В Мирном продолжается прием заявок на получение субсидий для строительства индивидуального жилья. Квартира в каменном исполнении после вмешательства журналистов нашего телеканала. Бабушки с улицы Богатырева выдали новое жилье. Что делать и как себя вести, если заблудились в лесу? Советы спасателей в пиковый период выезда. В эфире телеканал «Якутия-24». Мы продолжаем наш выпуск. Счастливый конец горькой истории. Пенсионерки Любови Алферовой нашли новую квартиру. Напомним, корреспонденты телеканала «Якутия-24» рассказывали об одиноко проживающей пенсионерке, которая проживает в аварийной квартире с прогнившими полами по адресу Богатырева, 7. И лишь после вмешательства наших журналистов местные власти оказались готовы предоставить бабушке жилье в каменном доме. За историей бабушки наблюдает Дмитрий Тымыров. Крик души услышан. Пенсионерка Любовь Алферова распрощалась с аварийной квартирой. Больше никаких дыр в полу, плесени на стенах и крыс. Новое жилье после вмешательства журналистов «Якутия-24» чиновники нашли. В ожидании переселения Любовь Артемьевна проходит лечение в гериатрическом центре Якутска. Очень я благодарна всем. Спасибо большое. Такие внимательные очень люди. Спасибо вам большое, что есть такие хорошие люди. При поступлении средней степени тяжести на сегодня она себя чувствует неплохо, относительно удовлетворительно. Она довольна лечением, довольна пребыванием здесь. Управа Губинского округа и департамент жилищных отношений все-таки нашли специализированный фонд, то есть новую квартиру для бабушки по адресу Петровского, 29/4. Именно после прохождения курса лечения Любовь Артемьевна переедет в свою новую квартиру. Ну а пока здесь идут ремонтные работы. И в данное время у нас проводится косметический ремонт. И с помощью Совета предпринимателей Губинского округа мы находим мебель. То есть Любовь Артемьевна хотела завести свою старую, но мы ее отговорили, потому что все-таки мы знаем, в каких условиях она проживала, какая там была мебель, поэтому придет буквально все новое. Переезд Любовь Алферова отпразднует уже на следующей неделе. Вещи из аварийной квартиры ей помогут перевезти работники управы. Якутия-24 обязательно сходит к пенсионерке в гости. Дмитрий Тымыров, Андрей Осекритов, Якутск. 5 жителей Мирнинского района получат субсидии на строительство индивидуальных жилых домов. Такое решение приняли на комиссии. Общая сумма выделяемых денег составит 1 250 000 рублей. Субсидии выделили благодаря муниципальной программе «Индивидуальное жилищное строительство». Но прием заявок продолжается. Перечень документов и условия предоставления субсидий размещены на сайте www.almazные-край.рф. Также информацию мирнинцы могут получить по телефону 4 52 41. Северо-Восточный федеральный университет в 30-ке лучших вузов России. Рейтинг составил Национальный исследовательский совет Испании. С помощью этого рейтинга вузы сравниваются по степени наполнения их официальных интернет-сайтов. Так, в январе 2018 года СВФУ находился на 61-м месте. За полгода университет совершил большой скачок вперед, поднявшись на 33 пункта. Куда пойти учиться? Где лучше грызть гранит науки? Вопросами задается каждый абитуриент. Определиться можно с помощью рейтингов всероссийских, международных, отраслевых. Рейтинги работают на основных стейкхолдеров университетов. То есть в первую очередь это, конечно же, абитуриенты и их родители, в том числе иностранные. То есть вхождение университета в топ каких-либо международных либо национальных рейтингов всегда влияет на выбор абитуриента.
Во-вторых, это, конечно же, преподаватели, профессура, а также сотрудники университетов. И в-третьих, это работодатели, то есть они могут выбрать, да, из какого университета набрать персонал. Северо-Восточный федеральный университет в 30-ке лучших вузов России по версии Webometrics. Рейтинг составляют по 4 критериям: ссылки с внешних ресурсов, веб-страницы, научные публикации и цитирование научных статей. Каждый индикатор имеет удельный вес в общем списке. Из этих 4 основных показателей и формируется рейтинг, где вот определяется именно позиция университета среди университетов мира. Webometrics – это один из глобальных рейтингов с точки зрения пространственного охвата. Целью рейтинга является продвижение так называемых инициатив открытого доступа к знаниям, созданным университетами, так как информация, размещенная на сайте, является одной из самых важных и качественных в сравнении с другой информацией, доступной в интернете. Рейтинг появился в 2004 году и обновляется каждый январь и июль. Сегодня он обеспечивает веб-индикаторы для более чем 12 тысяч университетов по всему миру. Рейтинг мотивирует исследователей по всему миру чаще публиковаться и рассказывать о своем вузе. Конечно, это плюс и для университетов, особенно отдаленных. Например, об СВФУ узнает еще больше иностранцев. Сегодня в главном вузе Якутии учатся 273 студента из других стран. Кристина Якупова, Артем Алексеев, Якутск. В Москве прошел митинг в память о якутянах, жертвах политических репрессий. Акция прошла на территории бывшего спецполигона НКВД Советского Союза. Там в 2002 году возвели памятник. Митинг посвятили столетию установления советской власти в Якутии, 80-летию со дня гибели выдающихся государственных деятелей. Масштабный террор 30-х годов затронул в первую очередь тех якутян, которые учились и работали в Москве. Якутяне почтили их память, возложили цветы к подножию памятника. Всего 40 лет было Максиму Кировичу Амосову, когда его казнили вот на этом месте. И за 40 лет своей жизни Максим Кирович сделал очень многое. И прежде всего для нашей республики. Для нашей истории это человек-глыба, на котором на которой держится вся наша история современности последних 100 лет. Мы чувствовали на себе все время заботу и правительства Якутии, и родного для Лены Максимовны Намского улуса, и постпредства обязательно. Наша семья со своей стороны сделала определенный, мизерный, конечно, но все-таки такой заметный вклад в сохранение исторической памяти. В нашей семье мы вместе, конечно, пришли к выводу, что пускай наши дети будут Амосовы. У меня 2 сына. Вот. Но так получилось, что и у них тоже одни дочки. И тем не менее, вот, есть продолжатель фамилии Амосова. Значит, сын моей внучки, он Илья Амосов, ему сейчас, 9 месяцев. Я думаю, что эту фамилию он будет носить с достоинством. Танкер Алексей Пахомов судоходной компании «Алроса» получил вторую жизнь. Он стал одним из первых судов, которые модернизировали. И вот он вновь вышел в родную стихию. За возвращением танкера наблюдали наши коллеги. Судоходная компания «Алроса Лена» уже 20 лет доставляет грузы для акционерной компании «Алроса». За последние 10 предприятие значительно нарастило провозные возможности, закрепив за собой лидерство в речных перевозках. «Алроса Лена» является нашим стратегическим перевозчиком по реке. Практически 100% грузов, которые мы завозим через реку, мы везем через «Алроса Лену». Это и сухогрузы, и нефтеналив. Сейчас флот судоходной компании насчитывает 14 сухогрузных барж, 6 нефтеналивных танкеров и 4 единицы вспомогательной техники. Но до недавнего времени одно судно не участвовало в навигации 2018 года. Проводилась его полная модернизация. Судном были проведены работы подготовительного этапа по ремонту подводной части корпуса и полный комплекс мероприятий по переоборудованию судна двойным дном, двойным бортом с обновлением систем в соответствии с требованиями технического регламента по обеспечению экологической безопасности.
На эти работы «Алроса» затратила 9 миллионов рублей. Затем переоборудовали дно и борта теплохода, чтобы соответствовать требованиям экологической безопасности и не допустить разлива нефтепродуктов в случае пробоины корпуса при посадке на мель. После подготовки корпуса в заводе приступили к непосредственному переоборудованию. То есть были выполнены работы по вкладным емкостям. Эти работы велись с февраля по июль. Они успешно сегодня закончены. Было потрачено порядка 64 миллионов в соответствии со сметой на выполнение данного объема работ. Долгие 6 месяцев модернизации, и Алексей Пахомов снова в строю. Экипаж ушел за светлыми нефтепродуктами для компании «Алроса». Совсем скоро парк нефтеналивов пополнится. Судоходная компания переоборудует сухогруз МП-2522 под перевозку нефтепродуктов. Увеличатся провозные способности по такому стратегическому направлению, как завоз топлива на северные площадки. Вячеслав Пилипенко, Роман Муконин, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Работу американского фотографа Кэти Орлински из комплекса «Царство вечной мерзлоты» разместили на инстаграм-странице журнала National Geographic. В описании к фотографии говорится: «Туннели мерзлоты, вырытые в холме на окраине Якутска, украшенные психоделическими огнями и ледяными скульптурами. До недавнего времени слой мерзлой почвы оставался замороженным круглый год. Якутск уже всего сталкивается с проблемами, а остальному миру только предстоит познакомиться с последствиями выбросов в атмосферу метана и углерода». Добавим, что аккаунт журнала является одним из самых популярных. На него подписаны почти 90 миллионов человек. Якутские спасатели провели учения по спасению заблудившихся в лесу. Поисково-спасательный отряд МЧС прочесал лес вблизи Якутска. Пострадавшего нашли. Кем он оказался, из-за чего не смог самостоятельно выбраться из леса и как прошла учебная операция, знает Юрий Осипов. Пожилой охотник потерялся в лесу к западу от Якутска. Мужчина сломал ногу, не двигается. Успел отправить сигнал бедствия родным. Такова легенда учений. Через 1,5 часа после сигнала 20 спасателей прочесывают лес. Разбили базовый лагерь, провели совещание, обозначили квадрат поиска, искали линейным способом, отрабатывали в том числе работу в группе, со старшим группы и с координаторами групп. Точное местонахождение цели неизвестно, как в реальной жизни. Внимание обращается на возможные места разведения огня, приема пищи. Был ли хромой человек? Если хромой, то он обязательно в какую-то сторону будет заворачивать идти. И в итоге он там пойдет либо по большому кругу будет искать, ходить, либо он сидеть будет. Охотника нашли в 4,5 километрах от базового лагеря. Теперь доставить пострадавшего в безопасное место. Мы сейчас отработали спуск пострадавшего при помощи альпинистского снаряжения, веревок по косой троллее. Спустили его на носилках. Внизу ребята приняли. Это в основном применяется вот, где там надо пострадавшего с высоты спустить. Ну там либо через овраг какой-то перенести. Можно также с таким способом через реку пострадавшего перевести на тот берег. Начался сезон сбора ягод и грибов. Именно в этот период люди и теряются. За 3 месяца в среднем по 10-15 случаев. Спасатели советуют одеваться в более яркую одежду, брать свой мобильный телефон, нож, спички и теплую одежду. Если вы не способны сориентироваться на местности, то лучше оставаться на месте. Это облегчит спасателям поиски. Юрий Осипов, Виталий Абрамов, Якутск. В Якутске в Ледовом дворце Лейботур завершается подготовка льда к массовому катанию и занятиям в секциях фигуристов и хоккеистов. Для начала включили отремонтированные холодильники. С четверга приступили к заливке и нанесению разметки. Работы находятся на финальной стадии. К выходным должны запустить пробные катания для желающих. Раннюю заливку связали с подготовкой к играм «Дети Азии», которые пройдут в феврале следующего года в Южно-Сахалинске. Мы теперь хотим ежегодно так заливать пораньше,
в этом году проверили оборудование, оно справляется, в принципе. Ну и хорошо, погода нам помогла, конечно, жары уже не было такой, как в начале июня, да, и поэтому нам полегче, и холодильное оборудование справилось, как говорится. Вот заливка проходит один раз, а потом только поддержка льда. Это срезка, доливка после каждой тренировки, после каждого катания приходит просто работа над льдом. Это на специальной заливочной машине проходит. В этом году чемпионат мира по масс-рестлингу пройдет в Якутске. Он состоится 24 и 25 ноября, о чем подписал распоряжение руководитель региона Айсен Николаев. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 48 стран мира. Подробности у Александра Зубехина. Для победы в масс-рестлинге нужно вырвать палку из рук соперника, либо перетянуть борца через опорную доску. В конце 80-х годов появился такой прием, как пробежка. Подобные приемы способствовали быстрому набору популярности этого вида спорта. Чемпионат мира по масс-рестлингу пройдет в Якутске уже через 3 месяца. Среди участников 50 женщин и 150 мужчин. В сборной России 12 атлетов. Ждут их почетных гостей. Запланировано проведение Центра спортивной подготовки «Триумф». Мы готовим очень такое сильное светомузыкальное представление. Также запланировано приглашение тоже известных личностей. Сегодня идут переговоры и с Арнольдом Шварценеггером. В форумах Арнольд Классиках масс-рестлинг уже 3-й год существует и очень тоже популярность набирает. Масс-рестлинг доступен каждому. Сложный и дорогой инвентарь не нужен. В других странах его включают в школьную программу. Марина, пауэрлифтер, 7 лет назад решила попробовать себя в масс-рестлинге. Сегодня двукратная чемпионка мира. Ну, если кто хочет себя проверить, насколько он силен духом, физически и в борьбе, могу ли я вождь или человек, то добро пожаловать в масс-рестлинг. Женщины ближе к сердцу все принимают, и поэтому они, наверное, более злобные, агрессивные на помосте. Павлу 29. В масс-рестлинг пришел 11 лет назад. Из вольной борьбы. Решил попробовать. Быстро втянулся. Победа за победой. Снова готовится отстаивать честь России на помосте. Базовая тренировка у нас пауэрлифтинг идет. Тренируем там мышцы спины, ноги, приседания, тяга. И взрывные тренировки. Ну, все у нас комплексно, все мы уже опытные люди, мы уже все понимаем, как это тяжело. И надо подходить к этому с умом и себя поддерживать. Времени на подготовку мало, однако россияне все равно фавориты. В копилке сборной уже 21 золотая медаль, а сам чемпионат проходит в родных стенах. Поддержка болельщиков будет обеспечена. Проведут в рамках турнира первую научно-практическую конференцию по перетягиванию палки. Пора создавать научную базу для дальнейшего развития масс-рестлинга. Александр Зубехин, Евгений Рязанский, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Будьте с нами. Удачи вам.